Людей, которые приходили в монастыри помолиться и потрудиться, на Руси называли трудниками. На протяжении веков они бескорыстно помогали. Чем привлекало такое дело? Простое, как говорят многие современные паломники, сравнение обители с домом. Поездка как возвращение в родные стены. Матушки мне уже как мама, можно сказать. Вот, я здесь как бы и сам уже обжился. Сам-то я, по сути, деревенский, как бы в деревне вырос. Вот. Мне здесь нравится, хорошо. Возрождать стены и интерьер здания, которые в советское время превратили в тюрьму, игуменя Стефанида приехала в 95-м. С ней было несколько сестер-монахинь. Первая картина оказалась удручающей. В середине собора стоял колченогий теннисный стол, и на нем бутылка распитого спиртного. Разруха, грязь, холод, отсутствие всяких удобств. Но хрупкие девушки и женщины не дрогнули. На помощь к ним поспешил Александр Католиков и его воспитанники. Они приехали и вывезли отсюда 5 самосвалов мусора. Милостью Божией перезимовали мы как-то, по благодати Божией, наверное, потому что никто не болел, все чувствовали себя нормально, хотя волосы к подушкам примерзали и по углам. Вода замерзала в этих ведрах по углам, тоже все было заледенелое. Ну, как-то перезимовали. Вот. Потом начали потихонечку восстанавливать. Ну, силы были, конечно, малые, потому что, ну что мы, женщины, люди приезжали, помогали, но на первых порах только грязь убирали, вот эти все завалы, долбили бетон, который застыл, вот, чтобы убрать. Вот. А потом, значит, у нас уже подросла молодежь, которая взялась за восстановление монастыря. Владимир Запорощенко все эти годы тоже помогает монастырю. Его жизненная линия тесно связана с этим святым местом. На этой фотографии он, еще ребенок, вместе с патриархом Алексием, который посещал республику в 96-м году. Мы вместе начинаем все эти моменты, вместе разбираемся, как лучше, изучаем литературу. Нам вот Министерство культуры предоставило книжки советского времени про рецепты старинных штукатурок, как они производились, как восстанавливать старинные вещи. И мы на самом деле очень много оттуда знаний черпанули. А так учимся на своих ошибках, приезжают разные специалисты, которые тоже нам подсказывают, что помогают. По Твою милость прибегаем, Богородице Дева. Сейчас сложные работы продолжаются внутри и снаружи. Ощущение, что и не прекращаются они, все 20 лет восстановления. Идет ремонт крыш нескольких зданий, меняются балки, укладываются новые полы. А сколько нужно приложить кропотливого труда и искусного умения, учесть массу разных тонкостей, чтобы восстановить кирпичные и металлические узоры. Главная задача – сохранение и возрождение обители, которую до революции посещали тысячи верующих. И в этом возрождении нет законченности, потому что монастыри обладают удивительным свойством – преображать мир и менять его к лучшему. Владимир Кривцун, Борис Фомичев, телеканал Юрган, Княжпогостский район.